Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. В Якутии выполнили план вакцинации на 66%. Расскажем, как окончили среднее образовательное учреждение юные линчане и куда отправились учиться. Ботанический сад проводит экскурсии для всех желающих. За минувшие сутки в Якутии локализовано 7 лесных пожаров, ликвидировано 1 и обнаружено 15 новых очагов. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. На сегодняшний день в республике действует 147 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении задействовано 2040 человек и 255 единиц техники. В настоящий момент на особом контроле находится обстановка в селе Сите Кобяйского района и селе Кырыкы Верхневилюйского района. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на территории республики выявили 129 случаев заражения COVID-19. Так, в Якутске коронавирус диагностировали у 69 человек, в Мирнинском районе у 9, в Нерюнгринском районе у 7. В Алданском выявлено 6 случаев заражения, в Вилюйском и Сунтарском районе по 5. В Усть-Алданском районе 4 случая, еще в 13 районах зафиксировано от 1 до 3 заболевших. План вакцинации против коронавируса в Якутии выполнили на 66%. Ниже плана в 60% выполнили 14 районов, а менее половины 3, в том числе и Верхневилюйский и Татинский районы. В республике относительно тех групп, которые у нас провакцинировались в декабре и в январе, это в основном были медицинские работники, начался процесс ревакцинации спутником Лайт, а также спутник Лайт доступен в наших поликлиниках. Пока в небольших объемах, но через запись, о которой мы говорили всю прошлую неделю, сегодня является доступной вакциной. Необходимо обратить внимание на 3 района, которые не выполнили даже половину от плана. К таким районам относится у нас Верхневилюйский район и, соответственно, Татинский район. Еще раз обращаюсь внимание, особенно в Татинском районе. Сегодня нельзя в вашем районе ситуацию назвать благополучной. Большое количество людей заболевших. Потери в семьях, в том числе и связанные с беременными и с молодыми мамами. Поэтому спастись мы сегодня, и вы спастись друг друга можем лишь только, если вовремя проведем вакцинацию. Тем временем ограничительные меры по COVID-19 в республике будут усилены в связи с ростом количества заболевших. В частности, заведения общественного питания вернутся к прежнему единому режиму работы. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. В ближайшее время рестораны и прочие заведения общественного питания вернутся в единый режим работы, без послаблений и ковид-фри зон. Сегодня на территории Якутии циркулирует несколько штаммов вируса, в том числе бразильский и индийский. Последний стал причиной заболеваемости среди детей. К другим темам. Создание комфортной социальной среды для своих специалистов в современных бизнес-условиях, пожалуй, главная задача каждой активно развивающейся компании. Какие методы воплощают в жизнь алданские горнодобывающие предприятия, узнавал Руслан Павлов. Грандиозное строительство развернулось на одной из сопок, окружающих город Алдан. К концу будущего года здесь вырастет 4 десятка домов коттеджного типа, который в пилотном названии звучит как «Селигдар Вилледж». Дома возводят на сваях по 2 современным технологиям, используя материалы с маркировкой «Эко». Энергоэффективность очень высокая, специально разработанные утепленные домокомплекты из клееного бруса для этого проекта на заводе компании. Крупнопанельная финская технология применяется до минус 50 градусов. Толщина наружного утепления 250 мм базальтовой плиты. Плюс навесные фасады японские. Очень красиво будет. В идеале здесь появится мини-городок со своей независимой инфраструктурой, детским садом, досуговыми площадками, спортивно-оздоровительным комплексом, собственной коммунальной системой. А из окон открывается шикарная панорама на город. Место выбрано не случайно, да, это вершина, так скажем, одна из верхних точек города, где открывается красивый панорамный вид на весь город Алдан. Данный проект будет являться социальным и архитектурным украшением города Алдана.
Коттеджный поселок – очередной проект Селигдара, направленный на кадровый потенциал холдинга. Компания развивается, и поэтому ей необходимо привлекать и удерживать специалистов. А жилищный вопрос – это самый весомый и актуальный аргумент. Поэтому мы заинтересованы не просто в привлечении высококвалифицированного специалиста самого по себе, мы заинтересованы, чтобы у него здесь состоялась его жизнь, да, чтобы он обосновался на длительный период. Именно в этих целях. То есть это жилье строится не для вахтовиков, оно рассматривает как раз-таки постоянный переезд из его основного места жительства здесь, в Якутию, в Алдан. Кроме 40 домов площадью 200 квадратных метров каждый, проект предполагает возведение 2 таунхаусов. Все строения будут отделаны под ключ, полностью мебелированы, чтобы сотрудник, заселяясь, не беспокоился о базовых бытовых вопросах. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. В этом году в Нерюнгри Центром занятости реализуются новые программы господдержки работодателей и безработных. В первую очередь это оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, где частично компенсируют затраты работодателей на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан. Если безработный гражданин будет трудоустроен в августе, работодатель получит субсидии в размере 2 МРОТ, то есть 46 тысяч рублей. По программе господдержки в Нерюнгринском районе уже приняли участие несколько компаний. Еще одна программа – это направление на профобучение с использованием информационно-аналитической системы ОБВ «Работа в России». Финансирование за обучение безработных граждан из федерального бюджета идет напрямую учебным заведениям. Также безработный гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, может заключить социальный контракт на поиск работы, на организацию предпринимательской деятельности и получить государственную социальную помощь. Финансирование проходит через Управление социальной защиты города Нерюнгри. Так, например, безработному гражданину для трудоустройства необходимо получить профессию или повысить квалификацию, а у нас нет возможности направить на обучение по выбранной им специальности. Управление соцзащиты выделяет господдержку на оплату обучения, гражданин обучается и трудоустраивается. Школы подводят итоги государственной аттестации, которая завершилась 17 июля. А получившие дипломы сдают вступительные экзамены в вузы и СУЗы. Так, в Ленском районе 98% выпускников сдали итоговые экзамены. С какими результатами окончили средние образовательные учреждения юные ленчане и куда отправились учиться, узнавала Анна Кожевникова. Абитуриенты из Ленского района отправились грызть гранит науки в вузы Сибири и Центральной России. Из 217 выпускников ЕГЭ сдали 212. Буквально 17 июля закончилась государственная аттестация. Но дополнительная возможность пересдачи провалившим экзамен будет дана в сентябре. 17 медалистов из 7 образовательных учреждений показали наиболее высокие результаты. Самые высокие баллы у нас дали 39 участников из 217 человек. Они показали 53 высоких результата. То есть это от 90 до 99 у нас 20 результатов, от 80 до 89 это 33 результата. Отличились 10 учеников из школы номер 2, 9 в 3-й школе, 8 в 4-й. Также показали высокие результаты от 1 до 4 человек в ВИТИ, меню и 1-й школе. 100-бальников в этом году нет. Самый наивысший балл 99 по химии набрал ученик СОЖ номер 2 Виктор Никонов. Некоторые выпускники отправились поступать по направлению от муниципалитета. В этом году у нас очень большой поток абитуриентов, желающих получить образование по программе подготовки кадров. Уже прошли 2 комиссии, на которые принято и рассмотрено 55 заявлений от абитуриентов. Все они утверждены, и ребята уже получили на руки гарантийные письма для дальнейшего поступления. Это порядком больше, чем в прошлом году. Администрация района обучает студентов по приоритетным направлениям: здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство и нефтегазодобывающая отрасль. Нынче спросом пользуются последние. Ее выбрали 17 абитуриентов. По окончанию вузов специалисты возвращаются в Ленский район. В этом году таких ожидается 8. И, конечно, жители Ленского района с нетерпением ждут, когда будет приобретено здание для Ленского технологического техникума. Его площади позволят расширить спектр профессий для абитуриентов, и новый облик повысит статус единственного в Ленском районе среднего учебного заведения. А если на его базе удастся открыть филиал университета, как обещал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, то тогда Ленский район будет обеспечен молодыми кадрами, и отток молодежи значительно снизится. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Якутске проходит 8-я благотворительная акция «Путь к дому». Так, уполномоченный по правам человека совместно с МВД, администрацией города и правительства республики оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По данным аппарата омбудсмена Сарданы Гурьевой, с начала акции в 2018 году более 600 людям была оказана помощь. В этом году акция проходит по улице Федора Попова. На месте работают медицинские специалисты, полиция, психологи, а также столовая. Идет организационная работа с главами муниципальных районов с той целью, чтобы гражданин смог нормально вернуться домой. Это решение документов, это решение и транспортных расходов, это и воссоединение социальных связей с родственниками. Вот если по итогам 7 акций более 640 граждан обратились, нам удалось вернуть домой около 55. И считаем, что если даже одному человеку мы помогли, это очень такой действительно нужный результат. Ботанический сад проводит экскурсии для всех желающих. На территории сада сотрудники рассказывают о разных видах кустарниках, трав и демонстрируют главную жемчужину летнего сезона – самый настоящий лилейный цветник. Богатство и красота таких садовых лилий на территории Якутии объясняется азиатскими сортами растений. Эти гибриды неприхотливы и разнообразны по окраске. Экскурсия, она интересна тем, что все наши лилии, они предназначены для нашего климата. Они в наших суровых условиях устойчивы, они могут зимовать, они прекрасно цветут, они без запаха. Их можно использовать для дизайна, можно использовать для озеленения, можно использовать для срезки. Очень интересные, очень привлекательные, и цветовая гамма очень обширная. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.